Добрый день. Я хотел бы вам предложить материал, с которым вы познакомитесь, над которым будете работать по французскому языку. Программу вступительного испытания по французскому языку. Первым делом я хотел бы сам познакомиться с вами. Моя фамилия Гарипов Равил Касимович. Я преподаю французский, английский, немецкий и испанский языки. Я хотел бы в данный момент, я работаю профессором, я доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков. Итак, теперь о нашем экзамене, который состоится 20 июля. 20 июля. Будьте внимательны. Итак, доступ к экзамену. Во-первых, нужно сразу сказать, что только одна попытка допускается, во-первых. И во-вторых, доступ к экзамену начнется с 9:00 20 июля до 15:00. И здесь нужно отметить, что самое позднее нужно, вы можете войти в 14:00, потому что все занятия, весь экзамен занимает ровно 1 час 60 минут. И поэтому, если вы зайдете поздно, то, вероятнее всего, точно система будет закрыта. Итак, экзамен длится 60 минут. И пересдачи сразу хочу я вас отметить, чтобы не было недоразумений, не предусмотрено. Итак, здесь я вам хочу рассказать, во-первых, какие темы, особенно на какие темы нужно обратить внимание, какая литература, и даже хоть пример приведу того, на что нужно обратить особое внимание. Итак, как вы поняли, абитуриент проводит в виде экзамена, учитывая теперешнюю ситуацию, как и по многим другим дисциплинам, экзамен проводиться будет в виде теста, в форме тестирования, как здесь написано, и который включает программу полного среднего общего образования. Итак, еще раз напоминаю, результат вступительного экзамена оценивается по 100-бальной системе, то есть самая высшая отметка может быть 100 баллов. Время проведения вступительного экзамена 60 минут, еще раз повторил я вам, и количество заданий в тесте будет ровно 30. На это обратите внимание. Теперь я еще хотел бы сказать, что если у вас возникнут какие-то вопросы, то можете в дни консультации написать мне на почту. Моя фамилия Гарипов, Равиль Гарипов, Гарипов, все вместе, В как русская галочка, без точек, и после этого 02, без пробелов и точек, и потом @mail.ru. Об этом вам заранее будет сказано, направлено по почте, будете знакомы. Ну, а для доступа вам на ваш адрес будет направлен логин, пароль и так далее, чтобы вы могли спокойно работать в системе дистанционного обучения. Теперь, что касается материала, если вы обратили внимание, по грамматике, что интересного, что нужно особенно знать. Это времена, то есть настоящее, présent, будущее, futur simple и прошедшее, le passé composé или le passé simple, а также согласование времен. При согласовании времен использовать соответствующие времена. Кроме того, нужно знать страдательный залог. То есть, например,
в русском языке мы говорим «Николай берет книгу», и страдательница будет «Книга берется Николаем». Точно так же по-французски «Nicolas prend un livre», или же наоборот, будет в прошедшем времени, а в страдательной форме будет «Le livre est pris par Nicolas». Надо знать сослагательное наклонение. В русском языке сослагательное с «бы». Я пошел бы и так далее, сказал бы что-либо. И тоже субжунктив тоже во французском языке существует. И он, конечно же, может быть, вы должны представление иметь об этом времени. Кроме того, модальные глаголы. Модальные глаголы – это те глаголы, которые обозначают что-нибудь желать, хотеть, мочь, даже иногда долженствовать. Например, «Я хочу, чтобы ты пришел». «Je veux que tu viennes». Ты приходишь, «tu viens». А «que tu viennes» тут появляется «н» звук. Это уже означает, что речь идет о том, что это не действие, которое существует, а которое предполагается, желательно, а иногда и сомнительно. Так, это модальные глаголы. А модальные глаголы, еще раз уточню, какие могут быть. Например, я хотеть, je veux, vouloir, мочь, pouvoir, модальные, долженствовать, devoir и так далее. Теперь артикли. Что из себя представляют артикли? Во французском языке он считается артиклевым, так же, как и испанский, английский, арабский языки. Здесь мы должны, конечно, отметить, существует артикль мужского рода и женского. В французском языке это легко. То есть можно мужского и женского, в отличие, скажем, от немецкого, где три артикля, три рода. И в русском языке тоже три рода, как вы знаете. Эти языки намного сложнее. Итак, артикль женского рода и мужского рода, я сказал. Теперь мужского рода неопределенный артикль «un», а женского неопределенный артикль «une». Например, «un livre» – книга. Кстати, «un livre» во французском языке женского рода не совпало. А «une pomme» – яблоко представляет среднего рода, да, здесь все просто, женского рода. А теперь дальше, кроме того, что непрерывно, в французском языке очень удобно, что артикль есть, потому что не нужно говорить слово «человек, которого я когда-то видел». Нет, просто если поставили un homme, какой-то человек еще незнакомый, а если вы скажете l'homme que j'ai vu, все. L'homme, артикль «л» в данном случае означает, что не надо много ничего писать и говорить. Понятно, это что слово, о котором идет речь. И поэтому, значит, артикль важный мужского рода «л», женского «ле». Пардон, «ла». Например, «le livre», книга известная, и «la femme», je вспоминаю, «chercher la femme», это будет женского, ну понятно, женщина женского рода. Теперь о множественном числе для мужского рода и «une» женского рода неопределенных артиклей, а множественное число будет всегда «des», «des», «des livres», «des cahiers», «des femmes». То есть совпали полностью, точно так же и для определенного артикля «le» и «la» совпали во множественном числе. Les femmes, les hommes. Мужчины и женщины всегда будет артикль «le». Теперь степени сравнения прилагательных и наречий. Здесь нужно иметь в виду, что здесь степени сравнения обычно употребляется очень просто. В сравнительной степени говорится plus grand, более большой, то есть больше.
для прилагательных, и также для наречий. Plus petit, plus vite, быстрее. Vite, быстро. Plus vite, быстрее. Grand, большой. Le plus grand, больше. Во множественном, если в сравнительной степени говорим, то тут нужно добавить le артикль. Le и plus. Le plus grand, le petit vite. Он быстрее всего. Склонение прилагательных и существительных. Здесь, конечно же, мы во французском языке, на счастье, в отличие от русского или немецкого, конечно же, здесь нет склонения в русском, как вы знаете, именительный, родительный, дательный и так далее. Падежи. Здесь только используются предлоги de или же а. Ну и несколько других предлогов. Это все просто. Теперь различные типы придаточных предложений. Ну, здесь нужно сказать придаточные времени, условия, дополнительные, определенные и другие. Здесь мы должны отметить, что вот когда мы разбираем предложение, какое любое, в нем вы всегда говорите, что есть подлежащее, сказуемое, дополнение, прямое или косвенное, определение и так далее. Но нужно иметь в виду, что вот что касается придаточных предложений, обратите внимание, может быть, в школе вам не так на это обращали, и вас не ориентировали на это. Это абсолютно зеркально отражается в предложении и в придаточном. Придаточная – это часть сложно подчиненного предложения. Итак, посмотрите. Например, мы говорим «мой брат», «мой дорогой брат» быстро идет в школу. Скажем, ну хотя бы это предложение. Ну, подлежащее mon ami, mon frère, все понятно. А теперь cher frère, мой дорогой брат. Мой дорогой брат означает определение, простое определение. Но его можно заменить придаточным, еще более уточнить, точнее выразить что-то, какое-то определение. Итак, вместо того, чтобы сказать mon cher frère va à l'école, можно сказать mon frère qui est très cher pour moi. Мой брат, который очень дорог для меня. Не просто дорогой, а дорог. Вот, пожалуйста, целое предложение. Особенность предложения, в отличие от слова, оно имеет глагол. Всегда имеет, точнее сказать, сказуемое. Сказуемое. Так, допустим, вот поэтому в данном случае является plus cher, сказуемое глагол это означает, что произошло. Теперь, кроме того, возьмем другой случай, дополнительные в предложении во французском, так же, как и в русском, есть подлежащие, есть дополнение. Например, опять же, простенькое предложение. Мой брат берет книгу. Кто мой брат? Что делает? Берет. Хорошо. Qui, mon frère, que fait-il? Что он делает? Берет. Хорошо, а вот дальше. Qu'est-ce qu'il prend? Что он берет? Или que prend-il? Тот же вопрос в другой форме. Что он берет? Или un livre. Берет какую-то книгу, допустим. Хорошо, ну какая книга? Если хочется дополнить, сказать что-то интересное, то тогда мы говорим mon frère prend un grand et beaucoup livre. Un livre qui se trouve и так далее. Здесь мы наблюдаем, что mon frère prend ce qu'il voit devant lui un grand livre, допустим. Вот в данном случае уже будет определение. Хорошо, это вот кратко, что мы рассказали о грамматическом материале. Теперь лексический материал, это будет раздел 2. Раздел 2. Итак, ну, во-первых, тут нужно познакомиться с тематикой, с общей тематикой, которая может встретиться в тестах и так далее.
например, а именно социально-бытовой, то есть, например, ma famille, ma ville natale, ma maison, ma ville natale, мой родной город, mon village natal, или, допустим, ma maison paternelle и так далее. Об учебе, mes études, может быть, или ma vie quotidienne, ma vie culturelle, может быть. И вот это в каких темах выразиться может? Семья, во-первых, которую я сказал. Это рассказать о семье, les membres de ma famille, leur profession, les relations dans la famille, отношения в семье, l'aide et l'assistance aux adultes, la dom et квартира, la maison et l'appartement, или les obligations, les travaux, les obligations à la maison, обязанности по дому. Второе, может быть, речь идти об одежде. Об одежде, и здесь в случае еда, покупки и так далее, одежда, vêtements, le repas, еда и покупки, les achats. Следующим интересным может у вас оказаться лексический материал такой, как mes amis, les relations entre les amis, друзья, les amis, еще раз повторяю, les relations entre des amis, и далее человек и черты его характера. L'homme et les traits de son caractère. L'homme et son caractère, sa caractéristique. И дальше, может быть, его внешность, son apparence, l'apparence d'une personne, de la personne, отношение к человеку и так далее. Дальше, второе, может быть, школа, школьная жизнь и система образования. C'est la vie scolaire et le système de l'enseignement, le système de la formation. Может быть, такое. Следующий, может, любимые книги, кинофильмы, les livres préférés, les films, le cinéma, les films, puis le théâtre, les pièces et ses héros. Дальше занятия по иностранным языкам, c'est les cours ou bien les classes des langues étrangères, notamment de la langue française, rôle иностранного языка в современной жизни. Ici, le rôle du français dans la vie quotidienne, dans la vie moderne. Здесь нужно иметь в виду, надо было об этом и раньше сказать, о французском языке. Он занимает второе место в мире по распространенности. Не все это знают у нас в Башкортостане. И кто узнал, уже начинает иначе относиться к французскому языку. Еще раз подчеркиваю, второе место по территориальной распространенности в мире. И если вы задаетесь вопросом, в скольких странах, отвечаю, ни в одной, ни в 5, ни в 10, ни в 15, ни в 20, 55 стран, где говорят по-французски. Это не считая тех стран, как у нас, где изучают у нас башкирии меньше, в других местах знают заметно больше, зная роль французского языка в мире. Мировая франкофония 55 стран, понятно. А это где французский язык является родным, то есть на нем говорят дома, или же даже государственным. Это французский язык. А такие страны, где изучают французский, как у нас в России, допустим, более 115 стран. Итак, мировая франкофония 55 стран. Дальше учеба и планы на будущее. C'est les études et les plans futurs, можно сказать. Дальше различные виды труда и профессии, и выбор профессии. Les différents centres, les différents aspects du travail et la profession. Le choix de la profession. Это речь как раз о профессиях будет идти. Дальше le loisir. 2,8, как видим. Это досуг, увлечение, le sport, la gymnastique, дальше путешествия и туризм, le voyage, или les voyages et le tourisme. Как мы видим,
Здесь много интересного можно сказать. Дальше 2.01. Здесь можно поговорить о столице и других городах. Итак, c'est la capitale et d'autres villes. Leurs particularités, дальше общие национальности, les curiosités города, может быть, тут даже, кстати, надо добавить, интересно увидеть. Общенациональные праздники и знаменательные даты. Здесь можно говорить о нашем государстве, и не только нашем государстве, и о французском, допустим. Вот позавчера мы отмечали, на днях отмечали, 14 июля, отмечали день взятия Бастилии, le jour de la prise de la Bastille, и знаменательных дат, которые известны в нашей стране и во Франции. И не только во Франции, во франкоязычных странах, скажем, в Бельгии, в Швейцарии, в Канаде, скажем, в Конго или, скажем, в Марокко и так далее. Так, народные обычаи и традиции в нашей стране есть и во Франции. Вот об этом я тоже говорил. То есть мы видим, что можно широко показать в лучшем виде. Следующее, как вы видите, здесь может быть проблемы молодежи. Дальше охрана, les problèmes de la jeunesse, очень важно. Дальше l'écologie, écologie. L'écologie dans notre pays et dans les autres pays. В нашей стране экология. Le problème écologique dans notre pays et dans les pays francophones. В нашей стране и франкофонных, инак изучая французский, вы становитесь чуть ли не гражданами других, более полсотни стран. Дальше следующая жизнь и творчество знаменательных людей, замечательных людей. Разных эпох, здесь, конечно, можно говорить и о наших современных, в первую очередь, великих писателей, великих, таких как братья Люмьер, понятно, откуда у нас появилось кино, много чего мы просто не пересказать, сколько великих, знаменательных, замечательных людей дали новые достижения, показали для человечества. Дальше 2.13. Здесь средства массовой информации, les moyens de communication, la presse, la radio, la télévision, или la télé. Здесь же, мы, как видим, все это интересно и современно. В краткой форме можно пересказать и показать себя и в этой области. Права человека в современном мире, c'est le droit de l'homme dans le monde moderne, тоже очень актуальная тема, так же как деятели культуры и науки, которые перекликаются с пунктом 2.1. Теперь мы с вами говорили о разделе первом грамматическом, втором лексическом, и теперь языковой материал включает вот что. Морфология. Я уже многое говорил здесь, только кое-что повторю. Формы артиклей известны какие. Употребление артиклей с нарицательными существительными. Есть имена собственные и нарицательные. Нарицательные – это которые имеют общее значение, например, стол, книга, потолок и так далее. А собственное – это название городов, Париж, Москву и так далее. А могут быть и слова, и названия, имена людей и так далее, и так далее. Они же, естественно, употребляются без артикля. Без артикля. Употребление артикля с именами собственными. Да, ведь? А вот если мы говорим о употреблении артикля функции предикатива, то здесь, то функция предикатива, то нужно отметить, что функция предикатива, что такое предикатив? Именная часть сказуемого. Например, мой брат офицер. Mon frère est officier. Обратите внимание, здесь вот мой брат является офицером. Предикатив – это как бы как приложение, определение. То есть это не полное, не полнокровно существительное. И поэтому мы здесь говорим, что здесь, как правило, не употребляется артикль. Артикль не употребляется.
Так, и точно так же он не употребляется в функции приложения. Москва, столица России, Москву, капиталь de la Russie, Пари, капиталь de France или de la France и так далее. Точно так же мы можем говорить и о классификации имен. Здесь мы говорили категории падежа. Нет, категория рода какая? Конечно, только два, мужской и женский род. И так далее. Имя прилагательное. Повторяется примерно то же самое. Единственное, тут что интересно, что я должен сказать, вместо прилагательных в предложении. Это очень важно. В отличие, скажем, немецкого или русского, или английского языка, как правило, определение стоит после существительного. И не только во французском языке, но также и во всех романских языках. Я совсем 10 минут тому назад говорил о том, что французский язык занимает второе место в мире по распространенности. Так ведь это первое. Его можно преуспеть как в науке, в искусстве и так далее. Но я хотел бы сказать, что французский язык принадлежит к группе романских языков. Романских от слова «Рома». Рома – это бывшее название, и сейчас так называют, столица Римской империи, то есть теперешняя Италия. Да? То есть там, оттуда латинский язык пошел, и этот латинский язык пошел, и поэтому и потом по всему миру появились романский, разделился латинский язык, и появились различные романские языки. Латинский язык превратился в романские языки. Кстати, не случайно во многих вузах России и у нас, в частности, и во всех европейских вузах изучают латинский язык, потому что, зная латинский, то уже знаешь многие, понимаешь многие романские языки. А к романским языкам, кроме французского, нужно отметить, мы относим испанский. А на испанском, кстати, говорят еще 25 стран как минимум. А не говорят, там это родной язык, кроме Испании. Дальше португальский язык относится. Бразилия самая крупная страна, латинская и сильная страна, говорит на португальском, который очень-очень близок к испанскому. Итальянский, дальше ретро-романский, каталонский, провансальский, посмотрите, румынский, молдавский, молдавский это часть нашей территории бывшая. То есть, посмотрите, значит, зная хотя бы французский язык, вы будете чувствовать, корни знать. Не уже в странах во второй половине по количеству где франкоговорящих, а если прибавить говорящих еще вот в роман, так называемых латинских странах или романских странах, то поймите всю важность изучения хотя бы одного из них, но в данном случае французского языка. Итак, я почему об этом заговорил? Потому что во всех этих языках сказуемое, как правило, стоит, особенно некоторые сказуемые, например, многосложные, много слогов, или обозначающие цвет, всегда стоят после определения, после слова, которое определяется. Например, la maison blanche, белый дом, или la casa blanca, в испанском la casa дом, blanca совпадает, la casa blanca, или скажем homme noir, человек черный, negro, noir. Мы говорим черный человек, а тут человек черный. Или же, скажем, le livre vert, зеленая книга, le livre vert по-французски, по-испански el libro verde, посмотрите, совсем совпадает. Вначале я специально назвал несколько довольно различных
но очень много слов, которые прямо совпадают. Итак, верде – это зеленый, который стоит после определения. Это, конечно, очень интересно. Это особенность французского и других романских языков. Итак, имя прилагательное, значит, мы сказали особенности употребления. Я вам сказал. Теперь прилагательные указательные, такие как ce – это, cet – это. Например, ce livre – это книга мужского рода, а cette – это женский род. Cette table. Кстати, не совпало с русским. Стол в французском женского рода. Cette table. Итак, cette table. И дальше степени сравнения я сказал уже, особенности употребления, как мы видели. Итак, ce – этот, ce livre, но учите, тут интересная вещь, женский род cette femme, cette 5 букв. Но иногда перед существительными даже мужского рода, если они с гласной начинаются, или же с h, который не произносится, то получается что-то, получается так, то получается set. Set, мне даже смешно стало, так они совпадают. Set, но уже только 3 буквы. C, E, T. Set. Наречие, классификация наречия мы с вами знакомы частично. Теперь давайте о лингвостановении и становлении кратенько. Здесь же мы, конечно же, нужно знать знания, с помощью которых у нас появляются определенные навыки. Например, знания о определенных ситуациях, как источниках национальной культурной информации. Это, допустим, скажем, салон de coiffure. Салон прически. Хотя в русском языке мы говорим парикмахер. Не французское слово. Французы берут свое слово. Кстати, французы, можно сказать, очень горды своим языком. Очень часто, вот рекламу посмотрите и так далее, они не заимствуют, скажем, из английского минимально, в отличие от других там языков. Даже у нас в русском языке очень много. В Германии появляется много других языков. Здесь же нет. Здесь очень часто даже выпускается пособие специальное, что как нужно говорить чисто на французском языке. Так, ну и знание реалий, всевозможных слов, которые свое означают. Ну, например, le fromage, сыр. Это у нас хлеб в первую очередь. А здесь у французов сыр, le fromage, святое для них. И здесь, конечно же, le fromage означает le fromage означает для них хлеб. И другие вещи, которые нужно знать, конечно, географию, это не очень интересно и так далее. А литература, о которой мы с вами говорили, то я еще раз хочу подсказать, что литература, вот перед вами стоит по учебникам можно Поповой, в частности, cours pratique de grammaire française и другой, Иванченко, или же Никольская, и другие учебники для средней школы взять, и Тарасова, и другие. Итак, я хотел бы сказать, что значит, у нас экзамен состоится 20, напоминаю, июля. Значит, и будут открыты, еще раз подчеркиваю, с 9:00 до 15:00. Это будет так называемая первая волна. И, конечно же, нужно за час до этого, в 14 часов, это позднее, по полученному паролю приступить к работе. Так, вот это основное, что я хотел бы сказать. Я, дорогие друзья, желаю вам успехов и хотел бы, чтобы вы приобщились к мировой франкофонии, которая позволила мне во многих странах, даже в Индии, которая считается жемчужиной английской короны, 4 территории франкоговорящих. Франция всегда с Англией конкурировала на
морских просторах и отвоевала даже там 4 территории. И мне там приходилось, в частности, выступать на конгрессах. И там все говорили только по-французски. Мне приходилось в Румынии выступать, выступал в Финляндии только по-французски. И так далее, и так далее. То есть я вам рекомендую, экзамены будут не такие, экзамен не такой сложный. Мы понимаем, что иногда в школах трудно обучаться, ну и учитывая это, и тем не менее, я желаю успехов в вашей работе. Успехов в вашей работе. И если вы хотите, в 2 словах только хочу сказать, что вот у нас есть тест, я только один скажу, например, trouver la forme correcte. Найдите правильную форму. Например, si tu seras en retard, il se fâchera. Если ты будешь поздно придешь, он рассердится. Si tu es en retard, il se fâchera. Если ты опоздаешь, он рассердится. И si tu es en retard, il se fâcherait. Значит, здесь обратите внимание, что после си всегда употребляется только настоящая форма глагола. И после си tu es, если ты есть поздно, дословно, и так далее. Вот кратко обо всем, что я хотел сказать. И я желаю вам успехов и рад, что мог оказаться